ساعدني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم نذر قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا في الجنة بالقرآن اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر منيسا وعلى الصراط نورا وفي الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب قريب الدعوات وصلى الله على نبينا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. Алхамдулиллахи Rabbil Аламин. Хвала Аллаху, Господу миров, милостивому и обладателю милости. Мир, милость и милосердие и ему, его пророку и посланнику Мухаммаду ﷺ, его семье, его сподвижникам и всем тем, кто последовал за ним до самого последнего дня. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху, уважаемые братья и сестры. Идаль-Фитр Мубарак. С праздником вас, Курбан-Байрам. Дорогие братья и сестры, мы, конечно, очень сожалеем, что мечеть наша почти пуста. Только те, кто читали Таравих, с нами здесь находятся. И сейчас мы совершим праздничный Ид ас-Салят в малом количестве. Но поздравления, худбу услышат все, иншаллах.
К нам пришли много поздравлений. Нас поздравило очень много. И мне хотелось бы зачитать основные. Президент Российской Федерации. 24 мая 2020 года. Москва, Кремль, ПР 813. Мусульмане России, сердечно поздравляю вас с одним из главных мусульманских праздников – Ураза-Байрам. Знаменуя окончание священного месяца Рамадан, праздник разговения несет особый духовный смысл, радость, обретение нового бесценного опыта, нравственного очищения, самосовершенствования. На протяжении веков его принято отмечать не только усердной молитвой, но и проявлением внимания к тем, кто нуждается в помощи и заботе. Отмечу, что российские последователи ислама с глубоким почтением относятся к историческим, культурным, религиозным традициям отцов и дедов, приобщают к ним подрастающее поколение. Мусульманская община России активно участвует в жизни страны, вносит неоценимый вклад в поддержание межнационального мира, гражданского согласия в обществе, укрепление института семьи, воспитание молодежи. И, конечно, сегодня в условиях распространения опасной болезни ответственная, гуманитарная, благотворительная миссия мусульманского духовенства, религиозных организаций всех мусульман страны в высшей степени востребована, служит сбережению жизни и здоровья людей. Желаю успеха и всего наилучшего. Владимир Владимирович Путин. Праздник разговения, завершение священного месяца поста Рамадан, который считается временем духовного очищения и обновления, нравственного роста и совершенствования, в многонациональной Свердловской области проводится последовательная и планомерная работа по реализации государственной национальной политики, нацеленной на обеспечение социальной стабильности, межнационального мира и согласия, создание равных возможностей для развития духовной, культуры, языка и традиций всех народов. Мусульманские религиозные организации и национальные культурные общества вносят достойный вклад в укрепление общественного мира и согласия, способствуют гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений. В нашем регионе и в этот непростой период вынужденных ограничений, связанных с пандемией, мусульманское сообщество региона проявляло высокую гражданскую ответственность, продемонстрировало уважение к закону, понимание и заботу к безопасности своих сограждан. В этот праздничный день желаю всем мусульманам Свердловской области крепкого здоровья, долголетия, благополучия, хорошего настроения, мира и добра. Губернатор Свердловской области Евгений Кудряшев. Многоуважаемый муфтий Абдул-Кудус сказал: от имени Духовного собрания мусульман России искренне поздравляю вас и мусульман Свердловской области с наступающим праздником Ураза-Байрам, знаменующим окончание месяца ниспослания священного Корана, начало которого милость, средина, прощение, а завершается освобождением от огня. Это Писание, в котором нет сомнения, руководство для богобоязнения и благочестия. Сура Аль-Бакара, 2 аят. Это Писание, в котором нет сомнения. Всевышний Аллах говорит: кто сотворил смерть и жизнь, чтобы испытать вас и увидеть, чьи деяния окажутся лучше. Он могущественный и прощающий. Сура Аль-Бакара, аят 2. В этом году месяц Рамадан мы провели в особом положении. Везде в мире временно закрыты двери домов Аллаха. Но иншаллах, перед нами не закроты двери милости Всевышнего. Все мы в надежде быть услышанными своими молитвами. Стучимся в эти двери милостивого и милосердного Творца. Не смогли мы, как прежде,
организовать посещение мечети для совершения коллективных таравит намазов. Несмотря на это, мы стали ближе друг к другу, окрепли наши духовные и простые человеческие связи. Наши дома стали нашими мечетями, а домочадцы – джамаатом. Мы стали ближе к священному Корану, являющиеся нашим духовным предводителем. Уверен, что общими усилиями, сохраняя единство, мы сможем пройти любые беды и трудности, неспособные Всевышним, в виде испытаний, мудрость и смысл которых подвластны лишь Ему, Господу миров. Всевышний испытывает тех, кого любит. Анна бин Малик передал, что пророк Мухаммад сказал: поистине великое воздаяние полагается за великое испытание, и поистине, если Аллах Всевышний любит людей, Он подвергает их испытанию. После чего довольствуется снискают Его благословение, а негодующие Его гнев. От Тарниза. Несмотря на все сложности, сегодня российская умма ведет конструктивную и плодотворную работу. Многое делает для обеспечения межнационального согласия, укрепления взаимопонимания между народами нашей большой страны. Особого уважения заслуживает ее активная просветительская деятельность, сохранение традиций, развитие исламского образования и культуры в рамках большого благотворительного проекта «Мы с вами». Структурные подразделения Духовного собрания мусульман России проводят масштабные гуманитарные акции, оказывают помощь всем, кто в ней нуждается. Коран привлекает внимание к ожидаемым плодам ахирата. Проблемы и неприятности служат средством искупления грехов и повышения положения верующих в будущей жизни. Этот оптимистический и позитивный подход защищает мусульман от того, чтобы пасть жертвой отчаяния и горя. Дают ему силы и укрепляют сакральную связь с Всевышним и волю решимости. Посланник Аллаха саллаллаху сказал: как удивительно положение верующего, поистине все в его положении является для него благом, и никому не дано этого, кроме верующих. Если что-нибудь радует его, он благодарит Аллаха, и это становится для него благом. Если же его постигает горе, он проявляет терпение, и это тоже становится для него благом муслим. Чтобы не постигло мусульманина, будь то утомление, болезнь, тревога, печаль, неприятность, скот или даже укол колючки, Аллах непременно простит за это что-нибудь из его грехов, бухать и муслим. В эти светлые дни завершения поста молим Всемилостивого Аллаха принять наши посты, молитвы, родения и добрые деяния. Да подарит всем нам Всевышний Аллах эти благодатные дни Рамадана и благословенные праздники, в здравии, мире и благоденствии многие годы. Пусть этот праздник войдет в дом каждого и принесет с собой счастье, теплоту, любовь и милость Аллаха. Еще раз с праздником, как хранит вас Всевышний, с уважением и добрыми молитвами муфтий Москвы, глава Духовного собрания мусульман России, член Общественной палаты Российской Федерации, шейх Альберт-Пашат Кырганов. Дорогие братья и сестры, также на имя главы Духовного собрания мусульман России, шейха Альберта Кырганова, поступили поздравления от председателя правительства Российской Федерации, от председателя Государственной Думы Российской Федерации. Иншаллах. Также нас с вами поздравила председатель законодательного собрания Свердловской области Бабушкина Людмила Валентиновна от своего имени, от имени депутата законодательного
поздравления от директора департамента внутренней политики администрации губернатора Свердловской области, иншаллах. То, что мы с вами остались не без внимания, за нас переживают, за нас люди, еще порой больше люди другой религии, христиане, иудеи, люди светской этики, чтобы мы совершали ибадат, чтобы были дома Аллаха открыты, церкви, мечети, синагоги, чтобы были открыты, чтобы люди могли поклоняться Аллаху Субхану ва Тааля. Они все переживают, и все желают нам только хорошего, только благого, иншаллах. И хотелось бы от себя лично вас тоже поздравить. Бисмиллахи-рахмани-рахим, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Уважаемые братья и сестры, от имени Духовного управления мусульман Свердловской области, Центрального муфтия и от себя лично сердечно поздравляю вас с наступлением великого праздника Идаль-Фитр, Ураза Байрам. Провожая благословенный месяц Рамадана, сердце каждого мусульманина охватывает смешанное чувство. Мы радуемся, что отныне наступает долгожданный праздник, но больше печальности, поскольку такие ценные подарки, как многократное воздаяние, благие деяния, семейные ифтары, таравих намазы, искренняя милость на фитр даются нам только в месяц Рамадана. Рамадан – это месяц совершения благодеяний и отказа от плохих привычек. Хвала Аллаху! Кто-то из наших братьев и сестер в этом месяце стал на ежедневный намаз, кому-то посчастливилось научиться читать достопочтимый Коран и освоить правила таджвида. Искренне надеюсь, что кто-то осознал истинную ценность семьи и восстановил родственные, дружественные и братские отношения, которые были забыты по разным причинам. В этот священный месяц одинокие и притесненные люди, тяжелобольные, бедняки и сироты, всех, ком бьется израненное и утомленное сердце, обрели душевное исцеление, добрых покровителей, друзей и спутников, дома престарелых, инвалидов, детские дома, больницы и тюрьмы. Радость благословенного месяца пришла ко всем. Словом, Рамадан дал нам всем возможность окунуться в мир духовной чистоты и братства. Теперь только от нас зависит, оставим ли мы эти духовное состояние только для Рамадана и изменим себя и свою жизнь навсегда после Ураза Байрама. Дорогие единоверцы, поздравляю вас с благословенным Ураза Байрама и призываю дарить родственникам, коллегам, друзьям и в особенности детям подарки. Пусть радость праздника ощущается повсюду. Желаю вам довольства Аллаха и Его милость, счастья в обоих мирах, крепкого имана и возможность трудиться во благо ислама. Пусть Всевышний Аллах примет наш пост и все наши другие дела. Счастливого праздника! Аминь. Председатель Духовного управления мусульман, муфтий Абдул-Кадир. Но сейчас мы перейдем к самому такому праздничному, торжественному началу. Перейдем по поощрению, потому что много было сделано нашими братьями. Много было сделано, и сейчас мы поможет осуществить тоже праздничную работу. Указанный М014 награждение медали «Серебряный полумесяц» на основании заочного решения Президиума централизованной религиозной организации Духовного управления мусульман Свердловской области Центрального муфтия от 20 мая 2020 года наградить медалью «Серебряный полумесяц» КАРИ местной мусульманской религиозной организации, изготовленной на доброе слово Мирзуджонова Абдулом Авзалбековича за внесение значимого вклада в укрепление межрелигиозной и межнациональной терпимости, установление истинной духовной ценности и по случаю праздника Идаль-Фитр Ураза Байрам. Председатель централизованной религиозной организации Духовного управления мусульман Свердловской области Центрального муфтия Абдул-Кадир 24 мая 2020 года. Спасибо. Спасибо.
Брат у нас Абдулла уже 3 года читает Коран нам. Мы поклонялись целым джамаатом за ним 2 года. Сейчас заочно его смотрели в прямой трансляции все дни, весь месяц. Иншаллах, я думаю, что и на следующий год Абдулла Карим будет у нас во время месяца Рамадана читать священный Коран. Следующий указ. Указ номер М013 о награждении медалью «Серебряный полумесяц» на основании заочного решения Президиума цивилизованной религиозной организации Духовного управления мусульманской Русской области Центрального штата 20 мая 2020 года наградить медалью «Серебряный полумесяц» имама местной мусульманской религиозной организации «Изготовителя доброе слово» Сандалова Маюсова Маровича за внесение значимого вклада в укрепление межрелигиозной и межнациональной терпимости, установление истины и духовных ценностей по случаю праздника Идь-эль-Фитр. Урзай Байрам. Представитель централизованной религиозной организации Духовного управления мусульманской Русской области Центрального штата Муфти Абдул-Кудус. Мама Юсуф, у тебя 2 должности, ты заместитель, ты имам Жлякалима, потому что много печатать вы не стали, вы напечатали 1 должность. Так что вы напечатали 1 должность, так что у тебя их 2, потому и так правильно, и так правильно. Потому что... Спасибо. Да. Ну, дорогие братья, сестры, я хотел бы еще раз, пользуясь случаем, раз здесь рядом со мной стоит татарин, чтобы от лица татар сказал 2-3 слова. Добрый вечер, братья мусульмане. Салам алейкум. Я хочу поздравить в своем лице от всех братьев мусульман, от всех татар Свердловской области, всех братьев мусульман, планете Земля, кто постился, кто не постился, все с этим великим священным праздником Идь-эль-Фитр, Урзай Байрам. Пусть братья мусульмане, которые постились и не постились, пусть от Аллаха примут все добрые подарки в этой жизни, в жизни иной. Пусть будет их жизнь вечной в этой жизни, в жизни иной. Пусть они все будут дела и молитвы, которые они совершили за всех, за себя и за близких, пусть они будут услышаны Аллахом и воздаться и в этом мире, в мире нам. Иншаллах, все братья, с праздником. Потому что здесь у меня и таджик рядом, чтобы всех таджиков поздравить 2 слова. Можно на таджикском. Здесь вот можно на таджикском. السلام علیکم برادران عزیز و گرامی و آن کسانی که ما را گوش میکنند و ما را تا امروز در ماه مبارک شریف رمضان گوش کردند. از خداوند متعال خواهان آن هستم که باشد که خداوند برای هر یکی ما و شما توفیق در بندگی کردن و عبادت کردن و آن عبادتی که امروز ما و شما انجام دادیم خداوند مقبول درگاهش گردانیده باشد. خداوند باشد که این بیماری و این کسلی که در روی دنیا پنهان شده است این از ما مردم مسلمان و از هر یک انسانی که در این بالای ارض در این بالای زمین از وجود دارد خداوند باشد که از بالای سر اینها دور گردانده شود باشد که ما و شما را این روز عید مبارک است برای هر یکی ما و شما خداوند مبارکترش بگرداند. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. سلامت باشید برادر عزیز. Ну, как-то я все годы давал всем национальностям, которые приходят к нам, и казахам, и азербайджанам, и кыргызам, и узбекам, всем давал возможность. Но сейчас, дорогие братья, извините, но мы не смогли вас пригласить в мечеть, иншаллах, но от вас мы готовы услышать поздравления. Приходите, мы можем записать и разместить их на нашей странице, иншаллах. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Сейчас я слово передаю имаму, который расскажет, как совершать молитву правильно, и совершим праздничный ассалам. Еще раз хочу поприветствовать. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.
особо тем братьям, те люди, которые были всегда наши домой, когда селятся в учителе Корана, которые сначала до конца были читаны здесь на месяц Рамазан. Хочу быть благодарен вас, хочу вам от имени себя, от имени нашего муфтията поздравить вам все это месяц Рамазан, все это, то есть выступление праздничного дня. И желаю вам всего хорошего, лучшего в этом жизни и прошу Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля о те болезни, которые она сейчас распространена на нашей с вами стране, пусть Аллах Субхану ва Тааля скорейшее исцеление этого болезненного для нас воздает. И прошу Всевышнего, чтобы те мир, те согласия, те уважения, которые есть в нашей стране, Аллах это сохранит и оберегает для каждого нас с вами. Потому что Аллах Субхану ва Тааля говорит, что мы вас создавали в разными обликами, в разным цветами. Ну, это говорит о том, что вы друг друга узнали. Иначе мы все считаемся сыновьями. Когда мы желаем чего-нибудь хорошего для себя, и этого тоже должны думать для других, которые окружают нас. Где мы находились бы, надо стремиться, надо постараться совершать чего-нибудь, чтобы этот твои поступки были бы ради спокойствия и уважения к обществу, в котором ты там живешь. И такого я советую каждого мусульманина, где бы он ни жил. Поэтому, братья, иншаллах, заканчивается месяц Рамазан, мы сегодня празднуем и надеемся на всего хорошего, на скорейшее исцеление этой болезни, которые есть на нашей стране. Пусть Аллах Субхану ва Тааля оберегает все люди, которые они живут. И я хочу немножко объяснение делать, чтобы если кто-то читает намаз, может в домах читает, где не собирается, да, хочу объяснить вам, как читается два ракаата намаз. Для того, чтобы читали этого намаза, достаточно, чтобы вы сказали, что я намераю выполнять два ракаата намаза в фитр и присоединяю своего намаза с намазом имама. Вот это достаточно. Если вы на это даже затрудняетесь, можете сказать, соединяя своего намаза с намазом имама, это тоже достаточно. Поэтому вот это не як намерение на намазу праздничного намаза. А дальше как бы? Когда у вас есть имам, он намеряется, он говорит первого такбира Аллаху Акбар, после первого такбира у него чтение Субханака Аллаху. После этого он трижды будет говорить Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар. После третьего Аллаху Акбар, то есть имам, что он начинает делать кираат. Сура Аль-Фатиха и зами сура, да? С этим он заканчивает первый ракаат намаза и идет в руку после суджуда, поднимается на второго ракаата, имам сперва кираат делает, то есть Фатиха и зами сура. После этого имам трижды будет говорить Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар. Потом на четвертый имам идет в руку. Вот таким образом, иншаллах, или после этого суджуд будет, после этого, иншаллах, имам начинает заканчивать этого намаза. Если где-то кто-то вы читаете намаз, вот таким образом ният совершается для выполнения этого намаза. И напоследок хочу желать вам всего хорошего и опять желаю вам праздничного хорошего дня. Спасибо, что были кто-то с нами целый месяц и кто-то сейчас. Начинаем, иншаллах, делать молитву.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد سبحان من أكرمنا بين الأنام بصيام شهر رمضان الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد سبحان من فتح على الصائمين أبواب الرحمة بدخول شهر رمضان وأوجب على نفسه جزاء صيامه في شهر رمضان ووعد على الصائمين القائمين بالدخول والخلود في شهر رمضان كما قال نبينا نبي آخر الزمان إن في الجنة باب يقال له ريان لا يدخله إلا السائمون في شهر رمضان الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد سبحان من أتي مخلوف فم الصائمين بريح المسك والزعفران ووعدهم بالرحمة والمغفرة بصيام شهر رمضان الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك المنان ونشهد أن محمدا عبده ورسوله شفيعه في يوم الجزاء والإحسان صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الفائزين بفضل الله خصوصا على الإمام الهمام أول الصحابة وأفضلهم أمير المؤمنين أبي بكر الصديق السابق في الإسلام وعلى الإمام الهمام عمر الفاروق فرح بين الحق والبطلان وعلى الإمام الهمام عثمان بن نورين جامع كلام الرحمن وعلى الإمام الهمام علي المهدي وفي باب المدينة العلوم والعرفان وعلى الإمامين الهمامين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين أيها الناس اعلموا أن هذه شهر شريف وعيد لطيف للخواص والعام وعظموا هذا اليوم بالإنعام والإحسان وإساءة الأوهام وإطعام الجيعان
وأكرموا هذا اليوم بالتهليل والتسبيح وتلاوة القرآن وفي القدر من صام رمضان وسل العيد فقد حرم الله جسده على النيران وقد بكت السماوات والأرض والشجر والحجر والمدر لفراق شهر رمضان وكونوا لفراقه محزونين ولوصوله المشتاقين بعبادة الملك المنان وقولوا بلسان فصيح وقلب حزين الفراق يا شهر رمضان الوداع يا شهر التراضي وتسابح وأنواع الإحسان الفراق يا شهر الرحمة والمغفرة يا شهر الرحمة والمغفرة وتلاوة القرآن الوداع يا شهر أنزل فيه القرآن وأوجب علي صدقة الفطر عن نفسي وعبيدي وطفلي الصغير عن أطيب الأموال
еще раз ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Я просто-напросто немножечко заволновался, немножко забыл. Идаль-Фитр Мубарак. Нас еще с праздником поздравил глава аналитического центра ИДЕЛь Федеративной Республики Германии из города Берлин, всех мусульман России, особенно мусульман Свердловской области, и меня лично, господин Вагнер, он у нас был в гостях. Мы с ними соглашение заключили о сотрудничестве с аналитическим центром ИДЕЛь, иншаллах. Нас также поздравили наши коллеги, муфтии из других регионов, входящие в состав Духовного собрания мусульман России, иншаллах, Бензур Ахмад. Мы, конечно же, тоже всех вас поздравляем, иншаллах, с праздником. Желаем вам всего того же, чего и вы нам желаете, иншаллах, потому что никогда не желают брату, желаю брату как раз того, чего себе желаешь, иншаллах. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد السلام عليكم ورحمة Упор сделай свои хутбе для тех, кто находится в местах лишения свободы, потому что для них конкретно, если что, это видео мы протранслируем во всех колониях нашей области. Алхамдулилlah, что с нами есть люди, которые на нас смотрят и с нами на связи. Прошу Аллах Субхану Ва Тааля, что эти последние 10, которые месяц Рамазан, Аллах нам с вами даровал терпимости, Аллах нам с вами дал бы возможность для того, что мы были бы более покорны раба Аллаха Субхану Ва Тааля и выполняли ибадат, и последние особые моменты, которые есть, последние особые дни, которые есть, это у нас с вами с ибадатом. Мы этого возможность, а не просто так, что отпустили бы и потом сожалели бы, почему месяц Рамазан был, почему 10 дней, последний месяц Рамазан был, почему ночь Кадр был, я не давал ибада, я не выполнял что-то хорошего, да? Чтобы потом не сожалели. Хорошо, Аллах Субхану Ва Тааля, Аллах мне и нас с вами дал бы тауфик, дал бы хорошего крепкого имана, что мы могли бы подаваться в ибадат, выполняли бы и для себя аджир и савоб могли бы, что могли бы аджир и савоба приобрести на это последнее 10 дней. Особо сейчас, сегодня и этот ночь, потому что сегодня уже 26-й день месяца Рамазан мы с вами заканчиваем. Вот когда 26-й день заканчивается, это будет что? Ночь Кадр. Вот завтра уже 27-й будет. Поэтому, иншаллах, сегодня уже ночь Кадр считается. И заход солнца, когда заходит, это уже считается, что зашел ночь Кадр. Поэтому я хотел бы сегодня с вами как раз пообщаться о сура Кадр, о сура что? Могущественный Кадр. С вами пообщаться и говорить, что сказано по поводу этой ночи. Ночь Кадр, могущественная ночь. Ночь при определении, что называется и таким. Инна анзаллаху фи лайлатил Кадр. То есть Аллах Субхану Ва Тааля говорит в этой аяте карима, мы не способали аяни Корана ва инам яджри лаху дикрун фи хази сура. То есть Аллах говорит, что мы не способали в этот ночь Кадр, что не способали? Не способали в этот Кадр Коран. Корана Карима был не спослан в этот ночь Кадр. Я хочу остановиться немножко, говорить вам, что такое сам Кадр, да? Какое значение дает, это какое, то есть объяснение на Кадр. Что означает сам слова Кадр? Кадр означает определение, да, при определении. Кадр означает в другом объяснении это что?
могущественный ночь могущественный. И есть даже такое сказано, что «Вакила سميت بذلك لأنه أنزل فيها كتاب من ذو قدر على رسول ذو قدر على أمة ذو قدر». Смотрите, да? Сам один слова «кадр» какое понятие дает. Поскольку она возвыщен перед Аллахом, что «кадр» какое понятие? Это ночь, у него есть «кадр манзала», то есть у него есть уважительность. Он возвыщен, он могущен. Вот такое значение дает сам слова «кадр». Почему такое значение дает? Потому что говорится, что لأنه أنزل فيها كتاب ذو قدر. Потому что в эту ночь кадр был ниспослан книга, которая, она могущественная книга. Коран, вот это Коран, который у меня в руках есть, да, она очень могущественная книга. Изначально, то, что он ниспослан до конца этого света, да, на него что кто-то изменений не может принести, что-то в него добавить или что-то уменьшать. Поэтому эта книга сам имеет свое место перед Аллахом Субхану. Это писание, которое Аллах ниспослал, да, она очень возвышена перед Аллахом Субхану. Очень возвышена. Поэтому эта ночь, почему она могущественна? Потому что наилучшие писания, наивозвышенные писания были ниспосланы в этом ночь. Поэтому ему говорят кадр. Это одно. Первое. А втором то, что ذو قدر. Китабу ذو قدر. Алла Расули ذو قدر. То есть эта книга кому был ниспослана? Книга Коран. Кому был ниспослан? Тому человеку, тому пророку, который у него очень кадр манзалат есть перед Аллахом. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, наилучший то, что Аллах создавал. Наилучшим то, что создавал. Который о него и свои писания. Вот в этом Коране много сказано о него от Аллаха Субхану ва Та'аля, что «Ла аля хулукин азим», то есть пророк, саллаллаху алейхи вассалям, у него наилучший нрав, характер есть. То есть у пророка, саллаллаху алейхи вассалям, то есть у него очень такой хороший характер, такой хороший особенность есть, особая воспитанность у него есть. Поэтому этот Коран, этот могущественный Коран был ниспослан и кому? И наилюбимым человеком, наилюбимым пророком к Аллаху Субхану ва Та'аля Мухаммаду саллаллаху алейхи вассалям был ниспослан. И когда был ниспослан? В ночь кадр. И пророк аля умматил да кадрин. Пророк Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям была кого был избран пророком? Для наилучшей уммата. То есть уммат ислам, община Мухаммада саллаллаху алейхи вассалям считается наилучшим общиной. Как сказано в этой книге, да, Тафсир, что книга, которая была ниспослана, это ночь такой ночь, что был ниспослан наилучшая книга, наимогущественная книга, и наилучшим пророку Мухаммада саллаллаху алейхи вассалям, и для наилучшим умматом, который это есть уммат ислам. Для них эта книга была ниспослана. Поэтому здесь некоторые улучшения, некоторые особенности есть, что это кадр, это непростой ночь. Ночь кадр это непростая ночь. Поэтому кто-то, если в эту ночь будет на выполнение работать, иншаллах, много хорошего приобретет для себя из аджр, из савов. إن أنزلناه في ليلة القدر. Мы использовали книгу Коран в эту ночь кадр, ночь могущественной. وما أدراك. То есть я хочу сказать, что когда были ниспосланы книга, да, Коран, каким образом был ниспослан? بل نزل به جبريل عليه الصلاة والسلام جملة واحدة في ليلة القدر من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا إلى بيت العزة. То есть вот в эту ночь кадр сам Коран сервисует как один сура. Как один сура был ниспослан из Лаух аль-Махфуз докуда? До неба. До неба это дунья, до Байтул Изз. То есть Коран сервисует как одно сура был ниспослан из Лаух аль-Махфуз до неба этого дунья.
до неба той дунью, в которой мы с вами живем, до Байтул-Изза. До Байтул-Изза был не способ, на селесту. Это в ночь Кадр все это произошло. В ночь Кадр все было слушано, Коран. Вакана байна ауали ва ахири 23 саната. Потом, после того, что Коран был ниспослан в ночь Кадр, после этого потом Бен в днях в течение 23 года был потом, что по сура по оятам был ниспослан в течение 23 года нашему пророку саллаллаху алейхи вассаляма. А так сам свидетельствует как одну книгу, как между два сахифа, два страницы или два обложка был ниспослан вот этот ночь Кадр. Поэтому этот ночь Кадр настолько возвышен перед Аллахом Субхану ва Тааля и для нас с вами, братья мусульмане. Вама адрака ма лайлатул Кадр. То есть вама адрака, как тебе узнать, да, о Мухаммад, что такое Кадр. То есть пророку Аллах Субхану ва Тааля дает знать, что такое Кадр. Что такое Кадр? Вама адрака ма лайлатул Кадр. Лайлатул Кадр хайру мин альфи шахр. То есть этот Кадр, адрака ма лайлатул Кадр, وفي تلك الليلة يقسم الخير الكثير الذي لا يوجد مثله في ألف الشهرين والله أعلم. То есть, وما أدراك ما ليلة القدر. Как тебе узнать? Откуда тебе узнать, что такое Лейлатуль Кадр? Лейлатуль Кадр, ночь Кадр, это такой ночь, что хайру мин альфа шахрин. То есть, Кадр, это выполнение ибадат в эту ночь, это будет что? Для вас лучше, чем то, что человек выполняет ибадат на 1000 месяцев. Хайру мин альфа шахрин, да? Человек, например, одну ночь, когда у него идет выполнение ибадат, это считается для него лучше, чем выполнение ибадат на 1000 месяцев. На 1000 месяцами, которые в этих месяцами нету Кадр. И почему ночь Кадр это ночь при определении называется. То есть Аллах Субхану ва Тааля определяет в эту ночь все то, что будет происходить после этого ночи в течение 7 лет. В течение 7 лет что-то происходит, риск сколько будет, кому как что происходит, кто придет в жизни, кто покидает, все то, что касается человека, она определится, когда вот в эту ночь Кадр. И здесь говорится о том, что хайру мин альфа шахрин, да? То есть это ночь, когда человек выполняет ибадат, проводит целую ночь с ибадатом будет, да? И заход солнца до рассвета это считается Кадр. То есть заход солнца до рассвета уже эта ночь Кадр считается. Почему говорится, что эта ночь будет выполнение ибадат лучше, чем 1000 месяцами, да? Которые нету в это 1000 месяц Кадр? Потому что إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا من بني إسرائيل لبس السراح في سبيل الله 1000 شهر فعجب المسلمون من ذلك فنزل. Потому что пророк саллаллаху алейхи вассалям, то есть говорил о человеке, который 1000 месяцами он был в пути Аллаха Субхану ва Тааля, сражение Аллаха Субхану ва Тааля из Бани Израиля, да? То есть человек 1000 месяцев, да, был в сражении, был в пути Аллаха Субхану ва Тааля, трудился и выполнял ибадат. И когда уммат ислам, когда подвижники, да, услышали, что человек 1000 месяцев он подавался в ибадат, то есть и пророк саллаллаху алейхи вассалям еще когда узнал от того, что те умматы, которые были до ислама, да, у них жизнь такой продолжительный был, 100, 200, несколько сот лет жили. Они несколько сот лет ибадат делали. Вот когда пророк саллаллаху алейхи вассалям узнал об этом, да, пророк немножко подумал, что мои умматы всего, у них некоторые 40 лет, некоторые
50 лет, кому-то повезет 80 лет, да? Так короткая жизнь для них дано, да, от Аллаха Субхану ва Тааля. А те уммати так долго жили, да, длительная жизнь у них была. А мои уммати, то есть короткая жизнь у них, это получается так, что они мало выполняют ибадат. У моей уммати ибадат мало бывает, говорят, да? У них не так длительная жизнь с ибадатом происходит, да? После того, что так пророк говорит, после того, что уммат ислам думали и знали о те уммати, которые были до ислама, как длительно они выполняли ибадат, потому что у них жизнь такой длительный. Потом Аллах не способал этого, это что, то есть хайру мин аль-фашари. Вот выполняйте ибадат один ночь кадр, это будет для вас лучше, чем выполнение ибадат 1000 месяцев. 1000 месяцев, да? Выполнение ибадат даже не равняется аджру и савабом, как на выполнение один ночь. И один ночь выполняем ибадат, Аллах столько аджр и саваб тебе воздаст, что даже тому, который 1000 месяцами ибадат провел, столько аджр и саваб не получит. Вот поэтому, что? Смотрите на милость Аллаха, что в отношении нас с вами, что Аллах когда узнал? Пророк когда узнал, что те уммати жили несколько сот лет, у них ибадат больше выполняется, чем тот человек, который 50-40 лет живет. Аллах настолько помиловал для нас с вами, говорит, я вам воздам ночь кадр, который в него вы будете ибадат, будете получать аджр саваб больше, чем тот уммати, которые они несколько сот лет, они что были ибадат. خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح. То есть تنزل الملائكة. В этот ночь кадр, то есть спускается кто? Ангелы. Ангелы спускаются из все небеса, которые есть. Из все небеса, даже говорится, что из Сидратуль Мунтаха до нашего неба, да, ангелы, которые находятся, они все спускаются. Из неба, который, то есть Джибриль, алейхиссалату вассалам, остановится, да, оттуда все спускаются, они на эту землю. И заход солнца до рассвета они будут с нами, они находятся здесь на эту землю, они на землю спускаются. Таназалу малайкату. И варрух еще здесь вспоминается о самом Джибриле, что рух это Джибриль, алейхиссалату. И Джибриль тоже спускается. Они спускаются, а Джибриль со своими ангелами, те ангелы, которые они считаются, что армия Аллаха Субхану ва Тааля, они все спускаются на землю. Они будут находиться с нами. Они что будут говорить? Когда спускаются они здесь на землю, то есть они будут говорить амин, то есть когда мы будем просить Аллаха Субхану ва Тааля чего-то в этот ночь кадр, да, они ангелы для нас с вами амин говорят, что Аллах принимает у них то, что они просят. Слова амин такое значение, истаджиб дуа, то есть мы что-то просим, Аллах принимает у нас и выполняет наши просьбы. То есть ангелы даже будут сказать амин, чтобы Аллах у нас с вами принимал наши дуа. Поэтому разве мы, братья и мусульмане, не находимся в таком моменте, в таком положении, что эта ночь кадр мы просили бы Аллах, что Аллах помиловай нас. Аллах, вот этот болезнь, который сейчас распространен, Аллах, обереги нас от этого. Обереги нашим братьям, нашим сестрам. Выздоровление давай тем людям, которые они заболевшими этим болезнью. Разве мы более не нуждаемся в этом, чтобы мы просили? Таким трудным моментом мы сейчас находимся, что мечети закрыты, намазы таравих не читается, то есть коллективного не читается, праздничные намазы не читается. Разве мы, братья мусульмане, да, не более нуждающие люди, чтобы сейчас этот ночь не пропускать и просить Аллаха, чтобы исцеление этого болезни из нашей страны. Поэтому мы более нуждающие. И иншаллах, ангелы, которые спускаются, и они будут говорить, просить Аллах, что Аллах от нас с вами наши дуа, наши мольбы принимал и воздаст ли нам и аджр и саваб, и исцеление из этого болезни, который есть. Обязательно ночью постарайтесь не уснуть, постарайтесь выполнять ибадат и просите Аллаха Субхану от этой трудности, которые находитесь, иншаллах, Аллах это облегчит. Иншаллах, эта болезнь исцеляет из нас с вами. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. Они все амры, все то, что будет происходить на
в течение года, они все вот этого амра, для этого они спускаются, они этого якобы велят. То есть они что желают для нас с вами мира, они приветствуют нас с вами, они желают для нас с вами мира его и спокойствия для нас с вами, о братья мусульмане, до когда? До рассвета, до рассвета, который с рассветом ночь кадр, что заканчивается. Поэтому ход мы с вами, где бы ни находились, в каком положении, ход на свободу, или ход братья, которые находятся в заключении, да, например, да, особо, да, у них, например, у них чем-то больше заниматься днем нету особого, да, могли бы вот как раз этой ночью пользоваться такого момента, что сильный ночь, то есть будь в ибадат, просить Аллах Субхану о трудности, которые мы находимся сейчас, и на свободу нелегко жить в связи с этим, что коронавируса, а там тем более, братья мусульмане, которые находятся даже в заключении, больше просить Аллах Субхану, чтобы эта болезнь на вас не действовала. Или у кого-то есть Аллах, что выздоровление дал. И на последнее я желаю для каждого наших с вами братьев, чтобы вы могли бы этот ночь терпеть и стоять и делать прибавдат, и для себя приобрести ажр и салова и басурного для облегчения судья. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Протокол с нами спасибо, то, что были и слышали и смотрели на нас. إن الحمد لله نحمد الله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وكبير وتكبيرا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة موصلة إلى الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله شفيعنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا وقرة عيوننا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد, السلام عليكم, уважаемые братья и сестры, всем тем, которые на нас смотрят, с нами в общении. Надеюсь, что у вас все, то есть соблюдается месяц Рамазан, поста особо месяц Рамазан. И иншаллах, что той терпимости, которую мы с вами покажем, этого блага себе. Иншаллах, Субхану ва Та'аля, за каждые наши с вами терпимости, трудности, которые в этот месяц Рамазан есть, и это Аллах Субхану ва Та'аля нам с вами много аджра и салаба воздаст. Такого вознаграждения, такого аджра салаба, который обещано для месяца Рамазан, другие месяцами, другие годы не обещаны. То есть особо от тот последний 10 дней, которые мы с вами сейчас находимся, сегодня первый из последних 10 дней, которые началось, сегодня 21-го дня месяца Рамазан мы с вами постим. Это один из величайших времени для нас с вами считается. Если кто-то этого ценит, если кто-то на это даст внимание. Ничего просто так не возвеличивается перед Аллахом Субхану ва Та'аля, если про него не было бы сказано в исламе шариа. Вот как раз про месяц Рамазан много сказано, как мы говорили с вами. И про это 10 дней тоже много сказано. Вчера я вам с вами немножко пообщался и говорил, что насколько пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сильно готовится этого 10 дней, которые начинается. Алхамдулиллах, что мы с вами находимся на этот день, в месяц Рамазан. Ну, надо дать внимание, надо быть бдительным, более серьезно, чем другие дни, чем другие времена. Потому что этого 10 дней сам пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал. Сам эти 10 дней пророк, саллаллаху алейхи вассалям, по-другому готовился. Несколько хадис я тот день читал, что
передачки, эти хадисы был кто? Наши с вами матери Умуль-Муминин Аиша разиллаху анху, что она передавала несколько хадис особо по последние 10 месяцев. Что пророк сам по-другому готовился. И свои семьи, и свои ахлю, айолам, да, чтобы тоже поднимал и сказал, что будьте готовы и будете делать ибадат. То есть в таком ибадатом, который пророк саллаллаху алейхи вассалям подавался на это 10 дней, другие дни, месяц Рамазан, он так не подавался в таким видом ибадата. То есть по-другому вообще ибадат выполнял. Поэтому есть у нас с вами возможность, что у нас здоровье когда позволяет. У нас возможность есть для того, что быть истинным раба Аллаха, быть покорным. Почему не пользоваться такого момента? Альхамдулилlah, что мы с вами знаем, что в связи с этим коронавирусом, да, сколько сейчас у нас с вами братья и сестры покидали этот жизнь. Вот подумайте, да, у них возможность уже на этот не осталось. Они ушли, покидали. Некоторые жили 10 дней вместе с Рамазаном, некоторые 15, некоторые может 20. Вот. Некоторым Аллах отнимал душу, они сейчас среди нас с вами нет. А у кто есть, кто существует, у кого здоровье позволяет, да, братья, будьте бдительны. Дайте внимание. Больше ибадат выполняйте. Потому что пророк саллаллаху алейхи вассалям побольше подавался на ибадат. Тот человек, который Аллах простил, у него, если были бы у него ошибки. Если где-то в чем-то ошибался пророк, он был прощен перед Аллахом. Он наилучший то, что Аллах создавал. Любимый для Аллаха субхану ва тааля, это наш с вами пророк Мухаммад саллаллаху алейхи. Но он сам по-другому готовится к этому. Он сам по-другому ибадат выполнял. А мы, его уммат, его община, мы такие грешники, такие недостатки у нас много есть. Много плохого совершали в жизни. Вот этот последний 10 дней может стать причиной того, что Аллах нам с вами простил. У нас может ошибка перед родителями есть, может ошибка перед соседями есть, может ошибка перед кого-то есть. Пользуйтесь такие моменты, подойдите к ним и просите у них прощения. Подойдите к ним и говорите, ради месяц Рамазан, ради вот это последние 10 дней, то есть Аллах простит человека, если он делает истихвар, о брат, о родитель, о друг, о мать. Вот, пожалуйста, прости меня, если у меня есть ошибка, недостатка перед тобой. Поэтому пользуйтесь такими моментами, не пропускайте эти моменты, чтобы потом не сожалеть о том, что был возможность, не пользовался этой возможностью. Хочу один или два хадис почитать с вами, иншаллах, с этим, для того, что касается месяца Рамазан. عن أبي أمامة قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم مرني بأمر ينفعني الله به قال عليك بالصوم فإنه لا مثل له أبرا. حديث передал أبي أمامة что говорит قال قلت يا رسول الله. أبي أمامة говорит, я сказал пророку саллаллаху алейхи ва саллям, я Расулаллах, скажи мне какой-нибудь амр делай. То есть говори мне на выполнение что-то такого, чтобы этот ибадат был бы более близко, этот ибадат более возвышивал бы меня перед Аллахом субхану ва тааля. И от этого ибадата много наф был бы для меня. Аби Умама говорил, я спрашивал пророка, что скажи мне какого-нибудь ибадат выполнял, чтобы от этого много наф был бы мне. Аджир и савоб большего был бы от этого ибадата. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям ему говорит, алейка бисалм. Я тебе говорю от того, что ты держал бы пост. Ты держал бы пост. Вот на это много нафа есть, на это много выгода есть, на держание пост. Если мы смотрим на этот хадис, фаинаху ля митля лаху, пророк говорит на продолжение хадис, что нету подобного, как ибадат такого, как держание пост, нету подобного. Это не говорит от того, что, например, чтение намаз или совершение хадж другого. Эти тоже фарз, эти тоже ибадат, которые на обязательства уходят. Да, у них аджр и саваб тоже обещано много. Но этот хадис о чем говорит, что нету подобного, как держание пост месяц Рамазан, особо быть более покорным на эти последние 10 дней.
Почему? Если мы даем немножко внимания, чтобы, например, да, у каждого цветка есть свой цвет и есть свой запах. Каждый цветочек, то есть по-своему светит. У него свой цвет и свой запах есть. Поэтому у каждого ибадата есть свои особенности. Но той особенности, которая есть в месяц Рамазан, она отличается сам по себе. Она сам по себе отличается. У него и запах другой, и как говорит, как цветок, у него и цвет другой. У каждого ибадата есть свои особенности. У особенности месяца Рамазан она сильно отличается. Поэтому и пророк посоветует ему, кому? Наби Умма, чтобы его держи пост. Вот соблюдай месяц Рамазан. Вот это вот ибадат, который от него много выгода есть, много нафа есть. Мы будете этого начать. Поэтому держание пост это очень особо, очень аджир и савоб особого у него есть. Другого то, что хадис передается عن سهل رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة بابا يقال له ريان يدخله منه الصائمون يوم القيامة لا يدخله منه أحد غيرهم يقال أين الصائمون فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. То есть хадис передается Сахл, разаллаху анху, да будет ему доволен Аллах субхану ва та'аля, что пророком саллаллаху алейхи ва саллям было сказано «Инна фил джаннати бабун юкалу лаху райян». Говорит пророк саллаллаху алейхи ва саллям, в джаннате, в раю есть такой ворота, который называется райян. Такой ворота есть джаннат, который, у него ворота есть имя назвали, который райян. Ядхулу минху саимуна. Из этого ворота джанната заходит кто? Только постоявшие люди. Только постоявшие люди туда заходят. Только постоявшие туда заходят. Яум аль-Кияма, судный день, только постоявшие из этого ворота могут заходить. Другие не дают хулу минху ахаду. Другого человека, другого категория человека, да, не заходит туда. Только те люди, которые они постили месяц Рамазан. Юхалу айнан соимуна. И будет сказано, и вызывает, говорит, где постоявшие месяц Рамазан, чтобы зашли в этого ворота. Фаякумуна ла ядхулу минху ахадун. Когда люди стали постоявшие месяц Рамазан, они заходят. Другие люди туда не могут заходить. Другим запрещено. Те люди, которые не постили, им не дозволено, чтобы они заходили. Только постоявшие заходят. Поэтому дахалу углиха. Когда постоявший заходит туда, что уже ворота джаннат закроются. Кроме постоявших туда никому не пропускает. Другим не пропускает. Поэтому фалам ядхулу минху ахаду. Другие из людей, что они не могут туда заходить. Они не могут туда зайти, потому что для них не разрешается. Это район, это тот ворота, который только постоявший заходит. Поэтому, иншаллах, мы с вами держим месяц Рамазан, и мы с вами соблюдаем то, что сказано в месяц Рамазан. Еще другие сказания особо в месяц, касающие месяц Рамазан, что в другие времена она не касается. Что касается месяца Рамазан, это садакатуль фитр. Братья, уже не близко к завершению месяца Рамазан. Уже наступил последние 10 дней. Поэтому садакатуль фитр это тоже то, что касается вашего ибадата, вашего держания поста, вашего чтения намаза, вашего таравиха, все то, что вы совершали в этот месяц Рамазан, она взаимосвязана с вашей садакатуль фитр. Этого садакатуль фитр мы должны давать. Как был назначен, насколько садакатуль фитр определился для каждого мусульмана, наши духовные управления мусульман. То есть этого определили 100 рублей за каждого человека, если это считать из яичного. Если считать из изюма, где-то 600 рублей. Поэтому у кого возможно, на чего из них есть, он может отдать садакатуль фитр. Поэтому особо братья уже близко месяц Рамазан. Не забывайте, чтобы оплачивать своего садакатуль фитр. 100 рублей из каждого, то есть из яичного, и по 600 рублей, что есть изюма считать. И
к этому еще другой столб ислам у нас с вами знаем, что это что оплачивание закот. А закот тоже не надо забывать. Все, ибадат, когда вы выполняете, постарайтесь не оставить оплачивание закот один из особенностей столб ислам. И этого тоже оплачивайте. У кого-то, если есть размеры 370 тысяч и 257 рублей, значит ему уходит в обязательство, чтобы 2,5% из этого оплачивать закон. Поэтому и в этот месяц как раз того, что и закон надо оплачивать, и садакатуль фитр тоже не надо оставить. Постарайтесь этого делать, иншаллах, и по пятницу у нас впереди 2 пятницы есть. Иншаллах, об этом еще будем говорить и еще более широко будем объяснить вам, что чего к этому. Хочу только предупреждать и объяснить, чтобы не забывайте и делайте такие благие поступки, которые это выходит тоже в удержании ваших поста. И напоследок хочу пожелать для каждого из нашего брата и сестер, что Аллах Субхану Ва Та'ала, это 10 дней, последний такой момент иджаба дуа, что Аллах Субхану Ва Та'ала оберегает каждого из нас с вами из этого болезни. И Аллах Субхану Ва Та'ала скорейшего исцеления из нашей страны, в которой мы находимся, в которой мы там живем и в которой мы выполняем ибадат, что Аллах скорейшего выздоровления, скорейшего исцеления этого болезни из нашей страны. Саллаллаху алейхи ва саллям Мухаммаду ва аля алейхи амин. Такаббалу алейхи азим. Спасибо всем тем, которые с нами были, нас услышали и увидели. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمد الله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وكبيره تكبيره ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة موصلة إلى الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله شفيعنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا وقرة عيوننا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد, ассаламу алейкум, уважаемые братья и сестры. Всем, кто на нас смотрит, нас услышит, всем, кто соединяется к нам на эти дни, иншаллах, мы с вами сегодня уже ближе к ифтара на 20-й день месяц Рамазан. То есть 20 дней уже месяц Рамазан почти заканчивается. От завтрашнего дня уже начинается последние 10 дней. То есть 2 десятка прошел, осталось 1 десятка последний. Месяц Рамазан сам по себе, мы с вами и говорили о том, что вы знаете, что сам по себе месяц Рамазан какой настолько восхвалено перед Аллахом Субхану Ва Та'ала. Сам месяц Рамазан. А когда еще вот последние 10 дней, она уже по-другому. Она по-другому еще возвеличен перед Аллахом Субхану Ва Та'ала. Откуда мы этого говорим? От того, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, последние 10 дней он по-другому подавался в ибадат. Этого последнего 10 дней он по-другому считал. Как это сказано в хадис, который ахраджа шайхан ан Аишата разаллаху та'ала анха, قالت كان نبينا صلى الله عليه وسلم إذا دخل عشر الآخر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. وفي رواية للمسلمين عنها قالت كان نبينا صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الآخر ولا يجتهد في غيره. То есть хадис передает Аиша, это хадис передает, то есть шайхан передает хадис от Аиша, от Умма аль-Муминин, да будет ей доволен Аллах Субхану Ва Та'ала, что это хадис есть и у Муслима, и в Бухари, обои передают это хадис, что Умма аль-Муминин, Аиша, рази Аллаху Та'ала, говорит, кана набину саллаллаху алейхи вассалям, ида дахала ашаран ахир, говорит пророк саллаллаху алейхи вассалям, когда пришел месяц Рамазан, когда уже был близко наступление последних 10 дней месяц Рамазан, пророк саллаллаху алейхи вассалям по-другому готовился. То есть шадда ми'зара, то есть очень настраивал себе по-другому. То есть установил для себя по-другому выполнять ибадат. Такой установку делать для себя, что так настроился,
чтобы этого 10 дней я должен по-другому делать ибадат. Итак, что? Умар Мумин, Айша разаллаху анху говорит, что пророк совсем по-другому готовится на последние 10 дней. И есть риваят, который муслим передает от Айша, что кона Наби саллаллаху алейхи ва саллям яштахиду фил ашар аль-ахир ма ла яштахиду фи гайрихи. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям настолько старался, чтобы эти 10 дней по-другому выполнять ибадат. Старание пророка саллаллаху алейхи ва саллям на последние 10 дней отличался. Разница была в том, что пророк первые 20 дней как выполнял ибадат, и последние 10 дней как выполнял ибадат. То есть здесь отличался от тех 20 дней, которые были пророк саллаллаху алейхи ва саллям в ибадат. Какие ибадат, как выполнял ибадат на последние 10 дней, какого не выполнял, что на те дни, которые до этого были. لا يعمل في بقية Шари. Другой времена месяц Рамазан, как не подавался ибадат, как подавался ибадат на эти 10 дней. Поэтому мы с вами, братья мусульмане, Не должны забывать. да, мы с вами и сели месяц Рамазан, Иншаллах, постарались быть в ибадате, но особо вот на 10 дней. особо на эти 10 дней у нас должно быть. Особенности должно быть. Мы должны себе задавать вопрос. Мы должны себе смотреть издалека, чтобы Как мы себя ведем на последние 10 дней. то есть у нас бдительность, у нас внимание, у нас Все на последние 10 дней должны отличаться, если мы хотим выполнять какой-нибудь суннат пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, что пророк сам отличался на последние 10 дней. И мы с вами должны давать внимание. Если кто-то, у кого-то внимания нет, что целый месяц одинаково у него пройдет, но будьте бдительны, что здесь пришел момент, что мы должны по-другому поднимать последнего 10 дней. По-другому готовиться к ибадат. Больше выполнять ибадат, больше давать внимание. особо Будьте очень по-другому относитесь к своим близким роднями, чтобы у вас ибадат, ну и служить своим родителям, как я на прошлый раз говорил, да? И больше хизмат делать, больше внимания давать, особо на 10 дней, это вы для себя больше будете зарабатывать. и в ибадате, и в отношении близким, и роднями, и в отношении всем тем, которые вам окружают. Поэтому особо в отношении матери и отца, обратите, дайте больше внимания. И больше их недовольства просите, что они от вас были согласны и делали для вас дуа на последние 10 дней. У кого-то есть родители, братья, у вас возможность больше есть, Чем те, которые у них нет родителей. У вас возможность больше из-за того, что попасть в джанна. Потому что когда у вас родители есть, у вас больше ворота джанна для вас открыты. вы будете хизмат, будете служить своим родителям, уважать, выполнять Если просьба, на вас больше шансов, у вас больше шансов есть. чем у тех, которые у них нет родителей. Поэтому у кого-то есть родители, И это есть шанс. Больше, чем у того, который нет. особо на последние 10 дней, будьте всегда рядом, будьте всегда современны Со своими родителями. وأخرج دلامي عن أنس إن الله تعالى وهب لأمتي ليلة القدر ولم يعطيها من كان قبلهم. Hazreti Dailami rahmatullah od nas передал, да будет им давал Аллах субхану ва та'аля, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит: «Инна Аллах та'аля вахаба ли уммати». О, братья мусульмане, что пророк говорит: Аллах даровал моему уммату, то есть ночь кадра, ночь при определении, вот это как раз есть на последние 10 дней месяца Рамазана. Что дарено нам, с вами, братья мусульмане, это ночь кадр, который на последние 10 дней, такого кадра, такого ночи при определении для других умматов не было, говорит пророк. То, что дарено моему уммату, говорит, это не было дарено другим умматам. Поэтому мы с вами должны
очень дать внимание, что то, что у нас есть, для нас Аллах даровал, такого не будет другим умматам. Особо на последние 10 лет. Другого уммата, говорит Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, Аллах не даровал такого нож, такого возможности. Валам юатиха, ман кана кабла. Которые до вас были, для них не был нож определенный, нож хадра не был. وَاتَّبَرُونَ عَنْ عَبُودَةً بِصَوْمِتِينَ. То есть, этого ночь хадра, как мы можем определить? Как мы можем найти ночь хадра, да? Когда она есть, вот этот хадис объясняет нам с вами, что «Алтамисуха фил ашар ал-авахир». То есть мы должны искать ночь хадр на последние 10 дней. «Фаинаху витрун». Ночь хадр это, то есть считается нечетным. У нас есть, что четный есть нечетный. Когда четный день заканчивается, нечетный день начинается, значит, вот и эти ночи мы должны с вами искать, мы должны с вами дать внимание, что ночь хадр найти. Вот эта ночь хадр считается быть ибадатом. Вот как сегодня, да? Сегодня уже четный день поста у нас с вами заканчивается. То есть 20-й день заканчивается месяц Рамазан. Вот когда 20 день заканчивается, начинается 21 день уже, вот эта ночь считается, что ночь нечетный уже. Нечетный, ночь нечетного дня начинается. Четный день заканчивался, нечетный начинается. Значит, мы каждый ночи нечетный, который есть, должны искать, что ночь хадра. Это могут быть, говорить, 21 на 20 на 21, 23 может быть, 25 может быть, 27 может быть, 29 может быть, или последний день может быть. Поэтому мы с вами должны искать ночь хадра на нечетный день, когда начинается ночью. Вот это для нас с вами должны быть с вниманием, чтобы искать и найти ночь хадра и подаваться в ибада. فَمَنْ قَامَهَا إِيمَانًا وَإِحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. Если кто-то ночь хадр, целый ночь, пройдет у него с ибадатом, этот ночь, этот ибадат, который один ночь он выполнял ибадат, этот может стать причиной, что прощение твоих грехов, которые у тебя было совершено до этого ночи, до этого времени. Мотакаддама мин дамби. Все то, что у тебя было совершено грех, то, что ты совершил, иншаллах, ради уважения к месяцу Рамазан, ради уважения к этой ночи хадр, Аллах тебе что простит. Аллах простит тебе. Поэтому ищите, что ночь хадра на нечетный ночей, которые она заканчивается с четным днем. Вот эти дни ищите и подавайтесь ибадат, пользуйтесь уже с этого дня. Вот сегодня 20 дней месяц Рамазан заканчивается, завтра 21 будет. С этого дня, уже с этого ночью, будьте в ибадате. Терпитесь, тем более, вот где мы находимся, да, например, это очень у них ночь короткая. Неужели там 2 часа сесть, или 2,5, или 3 часа, да, что не подаваться в ибадат, не уснут, и потом, после того, что рассвет будет, потом можете уснуть, но зато сели ночь у вас в ибадат у вас считается. Вот это немножко о последних 10 дней и о ночь хадра. Иншаллах, будет время, о ночь хадра еще будем говорить. Я хочу еще один хадис почитать, иншаллах, с этим потом мы будем заканчивать тоже, касающимся месяца Рамазан и держали наши с вами поста. Как, чтобы постараться, чтобы как быть, чтобы не нарушать своего поста, чтобы у нас зря все вот это нет. وفي مسند الإمام أحمد أن امرأتين صامتا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم هدهما الجوع والعطش في آخر النهار حتى كادتا أن تتلفا فبعثتا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم تستأذنه في الإفطار فأرسل إليهما قدحا لهما قياء فيه ما أكلتما فقاءت إحداهما نصفه دما عبيتا ولحما غليظا وقاءت الآخر مثل ذلك حتى ملعته. Смотрите, да?
Этот хадис есть в Муснаде имама Ахмад, рахматуллахи, да будет им доволен Аллах Субхану ва Тааля, что хадис передается таким образом для тех людей, которые они постят, но у них что то, что постили, да, они испортят свои поста в связи с чем? В связи с тем, что они делают гайбат, они делают сплетничество, они что-то плохо они говорят. Вот это испортит нашего с вами поста оборота, когда есть гайбат. Потому что, говорит, это в хадисе объясняется, что во время пророка, саллаллаху алейхи вассалям, два женщины постили. Когда два женщины, они постили, были постявшим, получилось так, что близко к вечеру, да, у них терпения не осталось. То есть они хотели, что ифтар делать, но они ослабились, у них, то есть положение осложнился их положение. Как-то трудно стало для них. И они отправили к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, чтобы просить, что я разреши им ифтар делать, иначе они могут погибнуть, иначе они могут потеряться сознание у них. Так случилось, очень трудно стали, близко к вечеру, очень у них трудно стали, у этих двух женщин. И просили, чтобы разрешили им делать им ифтар. А пророк, саллаллаху алейхи вассалям, к ним отправил одного посуду, да, одного зарфа, одну посуду отправил к этим два женщины, что пусть эти два женщины, да, пусть вырывают то, что у них внутри есть, на этих посудах. Когда принесли посуда, отдали одного из этих двух женщин, чтобы что они съели, что у них внутри желудка, и пусть они вырывают это наружу, попало пусть на этот посуда. Но одна из этих женщин, да, вырвала наполовину посуда, то, что у нее внутри было, из густой, из мяса и крови такие были. И второй тоже, не следно к второму, второй тоже вырвал из внутри, что у него желудка было. И этот посуда пополнялся, стал полным. От чего? От крови, от мяса, от таких. Когда они так вырвали, пополнялся посуда, таким полным стал. وقعت الآخر مثل ذلك حتى ملأته فتعجب الناس من ذلك. Когда люди увидели, что они двое, когда вырвали эта посуда полная стала, они удивлялись от того, что было, от того, что увидели, они очень удивлялись. Что это такое может быть? Кровь, гной, мясо пополняли эту посуду. Почему у них так произошло? Потом пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит: «Хаватони сомато, амма ахал Аллаху лахума». Они держали пост. Дозволенного поста они выполняли, держали дозволенного поста, который они должны были держать пост. Это выходило в обязательство, чтобы они держали пост. Да, они выполняли обязательства. Но они ифтар делали. Они съели, они испортили этого поста то, что был харам для них. А что было для них харам? Это то, что они не должны были гайбат делать, не должны были собираться где-то, да, и о кого-то говорить, о кого-то сплетничать, о кого-то объяснить между собой, да. Вот это гайбат, это сплетничество, да, это испортит их пост. Вот от этого даже у них терпимости больше не хватило, они близко к вечеру хотели, что ифтар делать. Вот от этого вот, то есть гайбат испортит их пост. Пост был дозволен, они начали держать, а испортили его путем чем? Путем гайбат, путем сплетничества, путем о кого-то говорить плохо, о кого-то объяснить плохого. Вот этим они испортили своего поста. Поэтому месяц Рамазан, такой месяц, чтобы мы с вами должны соблюдать таким образом, чтобы целый день голодным ходить, жаждет, и его испортить словами, которые об этом потом будет человек сожалеть, что мой месяц Рамазан просто так был. Только одно голод, одну жажду человек получает, и все аджа и свобода. Поэтому постарайтесь вот хотя бы последние 10 дней держаться от таких поступков, которые она не разрешает, не одобрено ислам и шариат. И это станет причиной того, что вы испортите своего труда, своего поста, который у вас был. Прошу Аллах Субхану ва Тааля, что Аллах исцелил бы этот болезнь, который она распространилась по нашу страну. Пусть Аллах Субхану ва Тааля оберегает, пусть скорейшее выздоровление давал бы тем людям, которые заболели.
и исцелиться бы этот болезнь из нашего государства, из нашей страны. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين يا رب العالمين. Спасибо всем тем, которые нас увидели, услышали, были с нами. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد, السلام عليكم уважаемые братья и сестры и всем тем, которые на нас смотрят, то есть смотрели, услышат нас и хочет узнать, подаваться какое-то свое короткое время, узнать о исламе, шариат и о особенности месяца Рамазан. Надеюсь, что Аллах Субхану Ва Тааля, что у вас все хорошо, у вас есть благополучие и держание после совершать таравих и другие особенности чтения намаза. Надеюсь, что у вас все это хорошо идет. И надеюсь, что и вы соблюдаетесь той карантин, который назначен для нас с вами. И я желаю и попрошу Аллаха Субхану Ва Тааля для каждого из нас с вами, что Аллах скорейшее исцеление этого болезни для каждого нашего с вами. На этот особый месяц Рамазан, на эти особые дни этого священного месяца Рамазан, Аллах Субхану Ва Тааля скорейшего выздоровления, скорейшего исцеления этого болезни из нашего общества. Аллах говорит: «Уду'уни астаджибу лакум», что вы просите меня, я понимаю ваши дуа, ваши просьбы, иншаллах, когда особо прибыли месяц Рамазан. Мы с вами должны больше просить Аллаха прощения, больше просить Аллаха о трудностях, которые есть, чтобы Аллах облегчил этого трудности, которые есть. Хочу сейчас немножко с вами пообщаться и почитать одного из хадисов пророка саллаллаху алейхи вассаляма, который передан от Ибн Мас'уд, да будет ему доволен Аллах Субхану Ва Тааля, что сказал: إذا كان يوم القيامة وأراد بعبد خيرا أعطاه الله كتابه جهرا وقال له اقرأ سرا حتى لا يفزعه بين الخلق. Хадис Ибн Мас'уд, как мы говорим, передавал, да будет ему доволен Аллах Субхану Ва Тааля, что когда говорит «Ида кана йоум аль-Кияма», когда будет судный день, «Ва'арада» судный день, Алхамдулилlah, что мы с вами знаем, что судный день это тот день, который каждый из нас придется отчитаться за свой жизнь, за той жизнь, которая была дана ему в мирском жизни, и как он себя вел, как жил это короткое время жизни. Кому-то повезет 70-80 лет жить, кому-то может уже 20-30 лет, что он покидает эту жизнь. Поэтому когда человек достигает возрастного возраста, да, особо мумином, да, будьте бдительны, особо мумином, будьте бдительны, ход сестры, ход наши братья. Когда уже вы достигали возрастного возраста, постарайтесь соблюдать особенности ислама и шариата. Поэтому никто вам не обещает, никто вам не гарантирует, что у вас жизнь впереди есть 50 или 80, или вы достали будете жить. Поэтому дайте внимание в шариат, ислам, в молодости будьте истинными муминами. В молодости соблюдайте и чтение намаз, и держание пост, и другие особенности ислама и шариата выполняйте, братья и сестры. Иначе каждая минута, которая у нас с вами есть, она очень такой дорогой. Ни с чем не можем мы покупать, когда этого время от нас Аллах отнимает. Не думайте, что чем-то мы можем покупать для себя время жизни. Что есть этого, пользуйтесь возможностью, пользуйтесь таким шансом и будьте истинные раба Аллаха, подавайтесь в ибаду. Иначе, как сказано в этот хадис, судный день, когда Аллах нас с вами воскресит, мы будем находиться в Арасе. И Аллах Субхану Ва Тааля, как бы в этот хадис сказано, что Аллах дает тебе книга деяний, тебе в руку. يوم القيامة وأراد بعبد خيرا.
Аллах тебе книга деяний есть, у каждого у нас с вами такой книга деяний есть, и этого книгу деяний Аллах дает тебе в руку, то есть открыто дает. Я вот так открыто дает тебе в руку, говорит, вот бери книга деяний и посмотри на него, все тебе то, что было в мирском жизни, все тут написано. Что ты совершал хорошего, плохого, чего-то, где-то. Все то, что у тебя происходило, все то, что ты совершал, она написана, эта книга. И бери и почитай. А тебе книга деяний, когда дается, люди видят, что тебе дали книгу деяний. Это одно. Когда дается тебе книга деяний в руку, говорит, да? И если Аллах намеряет тебе хорошего, если Аллах намеряет тебе милоство своего, такого намерения Аллаха в отношении тебе есть, Аллах что говорит? «Артаху Аллаху китабаху джахдан, ва каля лаху икра сирран». Ну тебе будет сказано, что ты бери книгу деяний своего, читай ему, то есть тайно. Читай таким образом, чтобы тебе только было услышан, тебе только было знать, что там написано. То есть громко не читай. Вслух не читай, чтобы другие не знали, что там написано про тебя. Что ты где совершал что-то плохого. Ты так читай, чтобы тебе самому только было известен, а другим не было что известно. Вот так тебе дается книга деяний. И тебе так будет сказано. Ла яфсаху байна аль-халки. Ты не читай громко, чтобы другим услышан был. Тебе только одному было бы известно, что там тебе написано. فيقرأ كتابه سرا فلم يسمعه أحد فتقول الملائكة. Но человек, когда берет книгу своего и почитает, тайно читает и узнает, что там написано, никто не слышит, что там написано, что там, сколько недостатков твоего там написано, сколько греха, который ты совершал, написано, сколько где-то ты ошибался, где-то ты поступил, не должен был поступить так плохо, но ты поступил. Где-то ты совершал харам, чего-то где-то может делать. Поэтому тебе только известно, сколько плохого у тебя там есть написано. Только тебе известно. Другим не услышит, другим непонятно то, что там написано. Не знает никто, кроме тебя самому одному, что там написано. Фатакулу малайкату. Когда ангелы смотрят, что Аллах так помиловал человека, человек читает книгу деяний, знает, сколько плохого есть, об этом не стал известен другим людям. То есть, если другие знали бы, где-то ты что-то такого плохого совершал, это для тебя стыда был, это для тебя позор был. Но Аллах что-то не опозорил этого человека. Аллах что-то, то есть, не унизил этого человека среди общества. Когда ангелы этого увидели, да, они удивляются и говорят: «Йо Аллах, это что может быть? Это что такое? Этот человек настолько плохим был в мирском жизни, да? А ты его не опозорил, а ты ему не унизил, а ты ему не наказывал еще». Когда он знает свои книги, насколько плохие поступки у него есть. فتقول الملائكة إلهنا هذا عناية لم تسبق لأحد من العصيات. يا الله, такого ступка, да, то есть такого уважения, которое ты делал в отношении этого человека, другим такого не было. То есть другим такого помилования Аллаха не было. О Аллах, почему у него столько милости? То есть ангелы даже удивляются, узная ошибка у человека столько есть, Аллах ему не наказал. Не наказал, Аллах ему не унизил, не опозорил. Поэтому ангелы даже удивляются, увидевшего этого момента, да, и хотят узнать и спрашивают Аллах, что, почему столько милости, да, в отношении этого человека, что у него такого есть, что ты так его скупил, и то так ему не опозорил, и так ему не наказан. فيقرأ كتابه سرا فلم يسمعه أحد. قم وقد أوعدت من عصاك أن تعذبه. يا الله, поистину ты же обещал, кто-то грешит в дуне, кто-то грешит, совершает грех в мирском жизни, да? За это же наказание было обещано. А почему у этого человека так помиловали, я Аллах? Почему? وتحرقه, о Аллах, ты же обещал, что кто совершает грех, кто совершает харам, ему наказание, сгорение в огне ада будет. А почему у этого человека такого нету?
какой вопрос задается ангелам, они хотят узнать. Бенар фаякулу субханаху ва та'аля. Аллах субхану ва та'аля им объясняет, говорит, что почему этому человеку со столько грехом, ему нету наказания сейчас, я не опозорю, не унижу, и не горит человек в огне ада, почему? Я ему так помиловал, потому что горел малайками. إني أحرقته في الدنيا بالنار الجوع والعطش في الحر الشديد في شهر رمضان. Почему? Потому что говорит, я этому человеку говорю, я этому человеку мучение давал, этот человек был голодный, этот человек жаждал, ему пить хотелось, но он отказался от еда, от питья в дунья, в мирском жизни во время месяца Рамазан. Вот месяц Рамазан был, он одержал пост, он соблюдал пост, он жаждал, он голодным ходил, ему трудно было, жара был, в жарящий момент он держал, он соблюдал особенности месяц Рамазан, он уже получил своего наказание, он уже получил то, что вместо того, что он сейчас сгорел в огне ада, да, он терпел трудности мирского жизни во время держания месяца Рамазан. Во время того, что постил он этого месяца, он соблюдал моему сказанию на особый месяц Рамазан, поэтому сейчас я ему не наказываю, поэтому сейчас я ему так помиловал. Вот почему? Вот по этому вопросу. Поэтому, что я говорю, сейчас я его помилую, и он не получает наказание за той ошибки, за той грехи, которые у него были в мирском жизни, хотя за это он был должен был наказать, мы должны были ему наказать за эти ошибки. فلا أحرقه اليوم بالنيران. Сейчас я говорю, его не буду бросать в огне ада, сейчас он не будет гореть в огне ада. وقد عفوت عنه وغفرت له ما سلف من الذنوب والعصيان. وقد عفوت عنه قال الله سبحانه وتعالى قال я простил этому человеку, ауф делал, وغفرت прощение для него делал. То, что он то, что он совершил от грехи, которые были, я все вот этого простил ему. Ради тех трудностей, терпеливости, которые он делал, выполнял в дунью своей мирской жизни во время месяца Рамазан. Разве Аллах говорит, разве Аллах не является Каримуль Манан? Аллах, конечно, является милостливым, милосердием. Аллах очень прощающим. Аллах простит нас с вами, если мы будем соблюдать то, что сказано для нас, то, что обязательство для нас, особо в месяц Рамазан. Месяц Рамазан это такой месяц, что обрати, держите себя от всякого, даже то, что даже не испортит вашего поста, например, от того, что говорит что-нибудь нехорошее, или услышит, не подавайтесь послушанию музыку даже в месяц Рамазан. Это не испортит вашего поста, но это неприятно. Это нежелательно в месяц Рамазан, даже музыка слушать, даже смотреть что-нибудь нехорошего. Держите язык от того, что говорит что-нибудь плохого. Или держать что-нибудь нехорошего, который, хотя не испортится ваши поста, но вот эти они есть, которые нюхать даже благовония, да, вот такие тоже постарайтесь соблюдать. Она не испортит вашего поста, но это не желание, это макро. Не делайте таких, а таких даже постарайтесь, чтобы соблюдать целый месяц самым хорошим вариантом, самым порядочным и заканчивать это месяц. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Прошу Аллах Субхану ва Тааля, что Аллах нам с вами дал тауфик, Аллах нам с вами дал трудности, что мы могли бы держать месяц Рамадан и соблюдать той карантин, который сейчас назначен для нас с вами. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على خير محمد وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين ومن الرحمن. Спасибо. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد, السلام عليكم, уважаемые братья и сестры, которые нас увидят и нас услышат, и с нами они в связи, кто-то есть из наших братьев, что постоянно на нас смотрит, с нами в общении. И надеюсь Аллах Субхану ва Тааля, что у вас все хорошо, и вы держите пост и месяц Рамазан, и соблюдаете этот карантин, который есть. И я сперва хочу вспоминать нам с вами, что сегодня день 9 мая, это день очень особый для нас, это день праздник, день
Отечественной войны, день, которым, то есть Советский Союз, можно сказать, что победил над этот зло, над этот фашистский, то есть свое время. Поэтому это сегодняшний праздничный день. Хочу поздравить каждого из нас с вами с этим хорошим праздничным днем. И один из хорошего в этот день могу то сказать, что мы с вами не должны забыть о своих родителях, о своих предках, о своих дедах и отцах, которые они служили, какого возможность, какого мира, который сейчас мы с вами живем. Альхамдулиллах, хвала Аллаху Субхану ва Тааля, что есть мир и спокойствие в те страны, в которых мы с вами живем, благодаря тому, что люди в свое время, 1041 могли утешить, могли, то есть победить на это зло, которое поднималось над людьми. Хочу еще раз поздравить всем тех, которые служили этого службу и победили на то зло. Все детям, дедам и отцам и прадедам нашим с вами с таким особенным днем. Поздравляю вас и желаю вам всего хорошего, лучшего на остатке нашей с вами жизни. Я что хочу сегодня, какое общение хочу с вами пообщаться. Хочу почитать одного хадиса, который, иншаллах, у него есть многого, что мы с вами должны узнать, особо в месяц Рамазан. И как раз здесь есть, что касается человека для обращения своих предков, своих родителей, своих отцов, своих детей. وابن خزيمة وحيبون أنه صلى الله عليه وسلم صعد المنبر فقال آمين آمين آمين. قيل يا رسول الله إنك صعدت المنبر فقلت آمين آمين آمين. فقال إن جبريل عليه الصلاة والسلام أتاني فقال من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فمات فدخل النار فأبعده الله قل آمين. فقلت آمين. فمن أدرك أبويه أو أحدهما فلم يبرهما فمات فدخل النار فأبعده الله قل آمين. فقلت آمين. ومن ذكرت عنده فلم يصلي عليك فمات فدخل النار فأبعده الله قل آمين. فقلت آمين. Hadis передает Ибн Хузайма, Вахибон, да будет им доволен Аллах Субхану ва Та'аля, что однажды пророк, саллаллаху алейхи вассалям, когда поднимающим своего мимбара, вот мимбар, то, что, который я на него сейчас сижу, да, то есть пророк, саллаллаху алейхи вассалям, как вот у нас мимбар тоже есть 3 ступеньки, и пророк, саллаллаху алейхи вассалям, поднимающий на этот мимбар, на каждой ступеньке был услышан, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, амин говорит. На первом поднимался, амин сказал. На втором ступеньку поднимался, амин сказал. На третьем поднимался, амин сказал. То есть трижды звучит у пророка, саллаллаху алейхи вассалям, слова амин. Когда был услышан, что пророк амин говорит, и подвижники задавали вопрос: «Я Расулаллах, когда вы поднимались в мимбар, за каждую ступеньку поднимающим вы сказали амин. Почему, я Расулаллах? Это от чего было все этого?» Факола: «Инна Джибрил, алейхиссалату вассалам, атани, факола, ман адрака шахра Рамадана, фалам югфар лаху, фамата, фадахала ан-нара, фаб'адаху Аллах, кул амин». Говорит, когда я наступил на первую ступеньку мимбар своего, в этот момент, то есть ко мне пришел Джибрил, алейхиссалату вассалам. И Джибрил говорит, что «Я Расулаллах, о Мухаммад, ман атрака шахра Рамадана». Если кто-то, кому-то Аллах возможность даст, чтобы жить в месяц Рамазан. То есть во время месяца Рамазан человек был живым, здоровым, мог бы держать месяц Рамазан, пост, и мог бы соблюдать.
мог бы просить Аллах Субхану Ва Та'аля прощения о своих грехах в месяц Рамазан. Но этот человек не делал этого. То есть у него была возможность на держание пост, на соблюдение месяца Рамазан, на выполнение абадат и на того, чтобы просить Аллах прощения. Потому что никто из нас, как я сказал, не защищен от того, что не совершали бы какую-нибудь ошибку, и не был бы у нас с вами какой-нибудь грех. У каждого есть грех, у каждого есть ошибка. Человек, если Аллах ему возможность даст в месяц Рамазан, ради уважения к месяцу Рамазан, когда человек просит Аллаха прощения, Аллах облегчит ему, Аллах простит ему ошибки, которые у него были. И человек в этом случае может что? Просить прощения и освобождать себя от огня, от мучения судного дня. Иначе грешник, когда не делает тауба, не будет просить прощения Аллаха Субхану Ва Та'аля после всего того, что он совершил, нехорошего, недозволенного в своей жизни, да, и умирая так не просит Аллаха прощения, человек сам себе не живет. Человек о себе, о своей вечного жизни сам не думал. Поэтому месяц Рамазан это шанс, это возможность, чтобы человек мог бы одуматься о своей ошибке и просить Аллаха прощения. И иншаллах, Аллах простит тебе. Ради уважения к месяцу Рамазан. Этот месяц насколько возвеличен перед Аллахом Субхану Ва Та'аля, у тебя были грехи, ты проси Аллаха, Аллах тебе простит. Аллах тебе простит. Но человек не делал этого, говорит. Пропустил своего возможности, пропустил своего шанса просить Аллаха прощения. Заканчивая месяц Рамазан, этот человек, когда умирает, после такого возможности он умирает, он не просил прощения Аллаха на месяц Рамазан. Что Джибриль сказал? Пусть этот человек умирая, покидая эту жизнь, этот человек заходит в ночь. Этот человек Аллах бросает в огне ада. И он далеко от милости Аллаха Субхану Ва Та'аля. Аллах его делает очень, он будет находиться очень далеко от чего? От милости Аллаха Субхану Ва Та'аля. От рахмата Аллаха ты очень далеко будешь. Когда милость Аллаха в тебе нет, когда Аллах своей милостью не смотрит на твою сторону, значит, что у тебя уже все. У тебя уже все проиграно. Что ты проигравшим будешь судный день. И этот человек один из проигравших, что Аллах далеко, он далеко от милости Аллаха Субхану Ва Та'аля, его место будет огне ада. И о Мухаммад, скажи амин. Вот первый амин на первой ступеньке от этого, что Джибриль говорит, этому человеку ад будет, этому человеку мучение будет. Скажи амин, Мухаммад, и я сказал амин. Вот, а что был первый амин на первой ступеньке своей мимбари, который сказал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. Это одно. وَمَنْ أَدْرَكَ أَبَوَيْهِ أَوْ أَحَدَهُمَا فَلَمْ يَبَرَّهُمَا فَمَاتَ فَدَخَلَ النَّارَ فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ قُلْ آمِنْ فَقُلْ آمِنْ. Второй, то, что касается, это наши с вами родители, которые есть. Я Мухаммад говорит, «Ман адрака абавайхи». Если кому-то достанет, что у него есть родители, то есть тебе повезло, что ты вырос, ты взрослый человек, у тебя есть мать, у тебя есть отца. Или один из этих двое у тебя есть. Но когда у человека есть родители, один из особенностей для каждого мумина это служить своим родителям. Ухаживать за них, смотреть за них, обеспечивать их жизнь. То есть дать внимание им, не оставить их без внимания, не оставить, чтобы не спрашивать, не ухаживать за своим родителям. Может, иногда, к сожалению, случается так, что наши братья, когда они вырастут, когда взрослые станут, когда у них семья появляется, они постепенно забывают о своих родителях. Вот это то, что ислам и шариат категорически не разрешает быть таким человеком. Наоборот, ислам и шариат, и эти калима говорят, что будьте добры в отношении родителям. Но, к сожалению, да, в наше время настолько люди, человечество, да, то есть ушли от истинного воспитания ислама, что когда они вырастут, когда уже у них своя семья будет, да,
для них родители забытым станет. Родители для них не особо Божий станет. Для них важнее будет его жена, его дети, его семья. А мать, отец уже для них, к сожалению, уже забытая. Раньше этого мало заметно было. О, братья, не обижайтесь, сейчас очень это сильно уже заметно стало, что мы иногда забываем о своих родителях. Хоть живем близко к ним, в одной стране, в одной родине, в одной месте, хоть вдали от них. Да. Вот будь далеко от своих родителей, это не говорит о том, что ты о них не озаботил бы, о них не думал бы, хотя бы не звонил бы, с ними не общался бы, то есть для них какую-нибудь помощь от тебя они не получили бы. Это не должно быть сейчас так. Сейчас любой, где ты не находился бы, ты мог бы поддерживать, мог бы обеспечивать, то есть еда или питья, и что для их жизни. Поэтому, к сожалению, иногда случается так, что наши братья забывают о своих родителях. А этот хадис шариф говорит о том, что когда человек, Аллах дал его и родитель, у него есть родители, они не будут служить своим родителям, они не ухаживают, они не заботятся о своих родителях, они не получают согласие, довольство своих родителей, что родители от меня были бы довольны. Они таким образом умирают, покидают эту жизнь, говорят, для них место будет ад. Ад им обещан. Азабун, шадидун. Очень сильное мучение для них обещан. Аллах Субхану Ва Та'аля. Когда у них была возможность уважать и любить, и заботиться о своих родителях, они этого не делали. А когда они умирают, говорят, пусть будет ад им место, говорят. О, Мухаммад, ты скажи аминь. И я сказал на второй ступеньке своим мимбаром поднимающим, сказал второй аминь обидно. Что у человека был родители, он не ухаживал, не смотрел за ним. Вот как раз сейчас мы с вами находимся в такие дни месяц Рамазан, у нас больше должно быть озабочено о своих родителях, больше о них думать и поддерживать, и поддержка делать, прийти, спрашивать, о мама, о отец, у тебя что-то есть или нет, что хватает, что-то не хватает. Или по телефону надо этого говорить, или каким-то образом, то есть не оставить без внимания своих родителей. Особо, если у кого-то еще есть родители ветераны войны, да, особо они не только тебе служили, не только ради тебя они трудились, воевали, да, эту страну такое спокойствие. Они даже и своими трудами, то есть поступками, да, много-много людей спасали. Вот этот мир, это образ жизни, который, альхамдулиллах, первых хвала, а потом благодаря ним, благодаря вот эти наши отцы, наши деды, чтобы они в свое время стали на защиту Родины, они защищали. Тем более вот такой ветеранов войны, да, особое внимание в такие месяцы Рамазан и такие праздничные дни у нас с вами должно быть внимание. И с ними общение должно быть, и посещение для них быть. А когда они еще твои родители, на это еще больше внимания. Поэтому второго, то, что сказано в этот хадис, у человека был родители, но он не дал внимания в них. Поэтому, когда он умирает, покидает эту жизнь, пусть говорит ему, он далеко от милости Аллаха Субхану Ва Та'аля. Он очень далеко от милости Аллаха, ему будет место ад. О, Мухаммад, говори амин. И я сказал второго амина, поднимающего свои мимбары. Вот это что был второй амин, который был сказан у пророка, саллаллаху алейхи ва салляма. وَمَنْ أَدْرَكَ أَبَوَيْهِ. А вот третьего, فَقُلْتُ آمِنْ. وَمَنْ ذُكِرَتْ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْكَ فمات ودخل النار فابعده الله قل آمن فقلت آمن. А третьего омена, который пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, поднимающим своим мимбаром, у него звучит, это говорит о том, что человек, когда, если Джибриль говорит, о Мухаммад, если кто-то услышит твое имя, звучал про него, да, то есть в его слушали, что он услышал имя твоего Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллама, но услышал твое имя, не отправили тебе салават, пусть этого человека тоже будет далеко от милости Аллаха Субхану Ва Та'аля, и ему пусть будет что ад, и азабы шадид, то есть сильного мучения судного дня пусть будет, потому что когда он му'мин, когда услышит имя Мухаммада, он должен сказать, что Аллахумма салли аля Мухаммад ва аля алейхи. Но он не говорил этого, он не сказал этого, значит он сам себе лишил, что милость Аллаха Субхану. И этот человек будет очень далеко от милости Аллаха Субхану.
Особо в месяц Рамазан, обрати, что это дни, такие дни, что мы должны больше зикра давать и больше салават отправить к своему пророку, саллаллаху алейхи вассаляма, если мы хотим его защиты от судного дня. Потому что у этой карима есть аузу билляхи минаш шайтанир раджим. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. То есть аят калима говорит, поистину ангелы отправляют салават пророку, саллаллаху алейхи вассалям, а те, которые уверовали Аллаха и верите пророку Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, что тоже отправляйте ему салават. Поэтому, обрати, отправить салават, это один тоже из чего? Из важнейшего поступка, важнейшего что? Амал, который мы с вами должны не забывать, и когда при нас звучит слова имя Мухаммада, мы должны ему отправить Аллахумма салли аля Мухаммад ва аля Мухаммад. Это вот то, что я хотел бы немножко сегодня с вами пообщаться и говорить, донести до вас. И дальше я только желаю для вас, братья мусульмане, что мы могли бы терпеть этого месяца Рамазан, соблюдать те карантин, который сейчас назначен для каждого из нас с вами. И каждого, иншаллах, прошу Аллаха Субхану ва Тааля, у кого-то из нас с вами есть заболевание, пусть Аллах Субхану ва Тааля ему даст скорейшего и исцеления этой болезни из нашей страны, в которой мы находимся там. И آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين اللهم إنا نعوذ بك من البلاس والجنون والجزام ومن سائر الأسقام آمين يا رب العالمين. Спасибо, то, что кто